Госуслуги.ру. Вы смотрите новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах этого выпуска. Якутия вспоминает всех тех, кто стоял у истоков становления автономии. День государственности республики отмечают 27 сентября. В честь праздника 5 школьникам столицы торжественно вручили первые паспорта. Подобные мероприятия в Якутии становятся доброй традицией. Открыватели большого мира. Сегодня также отмечается День дошкольного образования. В Якутии продолжаются повсеместные меры поддержки участникам специальной военной операции. По линии Министерства образования и науки республики на сегодняшний день оказано около 5000 мер поддержки как самим участникам, так и членам их семей. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель министра образования и науки республики Михаил Присяжный. Так, в профессиональной образовательной организации поступил 91 человек. В вузы республики поступило 73. При этом поступают не только дети военнослужащих, но и сами участники специальной военной операции, вернувшиеся из зоны проведения. В Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта из 6 зачисленных 4 были военнослужащие сами, и 2 это были члены семей. Аналогичная ситуация, например, в Агату. 5 это сами военнослужащие, которые прибыли с мест проведения специальной военной операции участники, и 5 это были сами военнослужащие. В СВФУ, куда поступило 55 из 73 в целом, которые в вузы у нас стали студентами, и там 15 человек воспользовались правом поступления без вступительных испытаний. В рамках Дня государственности Якутии состоялось возложение цветов к памятнику выдающегося российского ученого, доктора технических наук, первого академика Российской академии наук из народа Саха Владимира Ларионова. В церемонии возложения цветов приняли участие члены правительства и народные депутаты республики, представители администрации главы и правительства, окружной администрации и депутаты Гордумы. Отмечу, что при непосредственном участии Владимира Ларионова были созданы самый северный научно-исследовательский академический институт технического профиля. Также результаты исследования Ларионова нашли практическое применение в крупнейших машиностроительных объединениях союзного и российского масштабов. Такое мероприятие, конечно, это очень хорошо, давать дань памяти нашим выдающимся людям, личностям, особенно такому ученому, как Владимир Петрович Ларионов, академик. И пришли не только ученые, но и молодежь пришла. И день хороший, поэтому это знаменательно, что мы почитаем не только декларацию о государственном нашему государственности, который был принят Верховным Советом 33 года тому назад, но мы его через молодежь ее усиливаем, улучшаем и даем научную начинку ей. В День государственности Якутии глава республики Айсен Николаев, общественность и молодежь возложили цветы к памятнику выдающемуся государственному деятелю Платону Аюнскому. В этот день Якутия вспоминает всех тех, кто стоял у истоков становления автономии и государственности республики. Одним из ярких представителей якутского народа является Платон Аюнский, общественный и государственный деятель, один из авторов идеи образования ЯС СССР, основоположник якутской советской литературы, ученый и филолог. Общественность города Якутска, студенты и молодежь. Поэтому, по традиции, глава республики всегда и руководство республики в этот день воздаем дань должного и поклоняемся этому памятнику. И мне отрадно, что сегодня среди нас большое количество молодых людей, которые чтят эти традиции, полюбили эти современные традиции, и они идут по пути развития нашей республики, сохранения нашего государственного языка, сохранения вообще понимания того, что вот на крайнем севере надо жить особенно любить свою родину, то место, где ты родился, оно нас объединяет.
Торжественная церемония вступления в должность главы республики Айсена Николаева состоится сегодня, 27 сентября. Наши коллеги из Нерюнгри узнали мнение местных жителей об этом событии. Избрание Айсена Сергеевича Николаева на пост Илдархана мы приняли с воодушевлением. С лета мы работали в рабочем штабе по поддержке главы нашей республики. Желаем Айсену Сергеевичу дальнейших результативных лет плодотворной работы по развитию всех отраслей жизни наших жителей нашей республики, образования, культуры, спорта и промышленности. Верим, искренне верим в то, что развитие Нерюнгринского района тоже будет на высшем уровне. Я голосовала за Айсена Сергеевича. Считаю, что это очень замечательный президент. Мы видим изменения в нашем городе, прошедшие за 5 лет. Какой прекрасный у нас стал парк. Какая замечательная у нас стали асфальтированные дорожки возле центра, где у нас находится Сталин. Каждый вечер прогуливаешься, думаешь, какая красота с каждым годом. Я думаю, что у нас город будет становиться красивее, и будет ремонт и дорог, и домов, и всего самого наилучшего. Общественность Нерюнгринского района, безусловно, поддержала на выборах Айсена Сергеевича, и мы рады, что именно в сегодняшний важный для всей республики день состоится инаугурация главы республики. Мы уверены, что Якутия продолжит развиваться по выбранному активному курсу, и очень важно, что глава республики поддерживает все молодежные начинания. Сейчас очень активно развивается молодежная политика. Этот курс будет поддержан в дальнейшем. В ближайшие 5 лет мы выйдем на новые этапы развития. Сотрудники Центра культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина города Нерюнгри рады тому, что Айсен Сергеевич вновь завоевал такое почетное звание, как глава республики, победил на выборах и будет продолжать возглавлять нашу республику. Также очень надеемся на поддержку со стороны высшего руководства нашей республики, нашего Центра культуры, а также города Нерюнгри. Уже сложилась хорошая традиция вручать паспорта граждан Российской Федерации в дни больших государственных праздников. Сегодня, в День государственности республики, 5 школьников Якутска получили свои главные документы на сцене на площади Орджоникидзе из рук председателя Якутской городской думы Альберта Семенова. Все 5 отличились хорошими показателями в учебе и общественной жизни. Вместе с паспортами граждане России получили и текст основного закона страны, Конституции Российской Федерации. Я сегодня очень счастлив, что моя дочь получила паспорт в такой знаменательный день, в День государственности нашей республики. И я хочу, чтобы она, как гражданка России, жила в мирной, счастливой, хорошей стране. Я учусь в 17-й школе, в 8 классе, и я занималась художественной гимнастикой и в IT-школе «Алтан». Я рада, что получила паспорт в такой день и стала гражданином Российской Федерации. Ласковые, близкие друзья малышей, открыватели мира прекрасного и большого. Все эти слова адресованы работникам дошкольного образования. Сегодня они также отмечают свой профессиональный праздник. Страницы истории рассказывают, что первый детсад в России был открыт в Петербурге в 1863 году. Сейчас в Якутии работает 747 дошкольных образовательных учреждений разных форм собственности, в которых трудится 8 тысяч сотрудников и воспитывается более 65 тысяч детей. Для их развития внедряется федеральная программа, а также формируется современная образовательная среда. Сегодня в Доме правительства номер 2 состоялось торжественное мероприятие. В рамках него были вручены федеральные и республиканские награды самым лучшим работникам дошкольного образования. «35 лет педагогической деятельности, из них 23 года работаю методистом. У нас работа проводится в рамках проектной деятельности. У меня есть общественная нагрузка, я являюсь руководителем МО
воспитатель якутских групп, детских садов города Якутска. Ну, современный воспитатель должен быть позитивным, любящим детей, уметь общаться со всеми, да, с родителями, найти общий язык, да, с педагогами, с коллегами, ну, радоваться жизни и каждый день развиваться и развиваться. В Якутске Центр опережающей профподготовки проводит мероприятие «Профмаршруты». Любой желающий может пройти специальное тестирование и получить информацию о своих профессиональных предрасположенностях. Работа мобильной профориентационной площадки организована в рамках декады празднования Дня среднего профессионального образования. Пройти тест можно до 29 сентября на площади Орджоникидзе и торгово-развлекательном центре Туймада с 9 до 6 вечера. Специалисты проекта дают подробную консультацию по 42 профессиональным учебным заведениям, как в них поступить и какие вступительные экзамены потребуется сдать абитуриентам. Мне важно знать, какое будет у меня будущее. И была интересна эта возможность узнать мою будущую профессию или хотя бы место моей профессии. Я прошла тестирование. Мне выдал результат о том, что я буду работать с людьми. Я, в принципе, рада этому результату. Я была уверена, в принципе, в том, что мне выйдет это. У меня были такие предположения. И этот тест был очень интересным и увлекательным для меня. В Якутске состоялась торжественная установка информационной таблички на объект культурного наследия «Памятник русским землепроходцам», основателям городов и сел северо-востока России. Сам памятник и прилежащие к нему территории были приведены в порядок, и в День государственности республики была торжественно открыта табличка для посетителей с краткой информацией о памятнике. Основная миссия здесь – предотвратить уничтожение памятников истории и культуры республики. Данное событие прошло в рамках взаимодействия Русского географического общества, а также Департамента по охране культурного наследия. В целом состояние памятников по нашему городу, по нашей столице и в целом по республике вызывает очень много вопросов. Мы понимаем, что некоторые памятники не стоят на учете, на реестре по Департаменту культурного наследия. И эта работа с нами вместе с этим департаментом проводится. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции умножаем на 10 и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акции умножаем на 10 вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. Забота о природе родного края – наш общий долг. В Якутии, недалеко от города Мирный, работает парк-заповедник «Живые алмазы», созданный при поддержке Алроса. Здесь, на территории 32 тысяч гектаров, в условиях близких к природным, живут десятки северных животных, включая оленей, бизонов и медведей. Поддерживая природу Якутии, мы заботимся о биоразнообразии региона и участвуем в сохранении редких видов животных. Алроса. Алмазы помогают. Добавь вкусу яркости. Посуда Шоп – лучшие для вашей кухни. Ваша квартира в микрорайоне Звездный с полной отделкой по цене от застройщика. Бронируйте уже сейчас. Звездный – место, где хочется жить. Вы смотрите актуальное интервью, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутии с его просторами отопительный сезон начинается рано и, можно сказать, прерывается совсем ненадолго. Тем важнее готовность всех объектов, причастных к подаче тепла к очередному сезону. Об этом мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Ксения Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. В республике начался, как я уже сказал, отопительный сезон. Сколько у нас всего объектов ТЭК и ЖКХ в регионе?
Республика у нас обширная, соответственно, у нас более 1000 объектов, это котельных, да, которые расположены на всей территории республики. В 2022 году на объектах ТЭК и ЖКХ у нас произошло 8 пожаров, и уже в текущем 23-м, то есть конец сезона, да, который перед весной, у нас тоже произошло 8 пожаров. Основная причина пожаров на данных объектах – это, к сожалению, неосторожное обращение с огнем. Вот, и только 2 пожара произошли по причине короткого замыкания электрооборудования либо проводки. Ну, мы говорим, что 1000 котельных практически на территории республики. Как они получают паспорта готовности к новому отопительному сезону вот по линии МЧС России? По линии МЧС, то есть, как правило, это либо проходят комиссионные проверки, либо же это индивидуально по распоряжению, то есть органов Госпошнадзора. В случаях, где нет возможности выйти именно в соответствии с 294-м федеральным законом, проводятся профилактические обследования, потому что каждый объект должен быть готов к началу сезона, да, и, соответственно, как вы правильно сказали в начале передачи, у нас сезон очень короткий, то есть он прерывается буквально на 2-3 месяца. Ну, если вот говорить о мероприятиях, которые проводят МЧС России перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона, что за мероприятия? Это проверки, это профилактические обследования. С августа месяца уже проведено около 200 мероприятий. Это и проверок, и профвизитов. К сожалению, у нас есть объекты с нарушениями, их более 100. Эти объекты имеют такие основные нарушения, как необученный персонал, то есть мерам пожарной безопасности, отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты, в частности пожарной сигнализации. И, к сожалению, одно из самых таких нарушений, которое влияет на безопасность объекта, это неисправность или отсутствие наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. То есть для отдаленных населенных пунктов, да, отдаленных районов, это самое большое нарушение, поскольку не все районы обеспечены частями, да, в нужном количестве, вот, и, соответственно, отсутствие наружного противопожарного водоснабжения может повлиять на дальнейшем на работу котельной непосредственно. Вот в случае выявления нарушений какие меры принимаются? Составляется административный протокол, выдается предписание об устранении нарушений, далее проводится повторная проверка, вот, вплоть, можно довести до того, что можно закрыть объект. Ну вот, Ксения Александровна, зимний сезон, отопительный сезон, он же не только пожароопасный, так скажем, на объектах коммунального хозяйства, но и в домах, многоквартирных, частных. Вот какие наиболее частые причины возникновения пожаров в жилых домах зимой? В осенне-зимний период, вот в этот переходящий, у нас наиболее обостряется ситуация с пожарами, поскольку люди начинают подключать электричество, начинают подключать теплогенераторы, пушки в свои гаражи, да, то есть увеличивается нагрузка общая. Если это еще незаконное подключение к частным домам или же муниципальным, как называемым деревяшки, да, двухэтажные, это очень частый случай. Соответственно, увеличивается нагрузка и происходит короткое замыкание, то есть линия электропроводка не выдерживает и происходит пожар. Также печное отопление, у нас повышается риск, поскольку люди начинают интенсивно топить печь, у кого-то не заделано щели, которые, да, могут образоваться, или же не установлены искрогасители, соответственно, тоже возникает пожар. То есть людям в этом отношении нужно быть тоже очень предельно осторожными. И, к сожалению, сейчас, как вы знаете, у нас развивается ИЖС, да, очень сильно как по территории города, так и по территории республики. Некоторые стараются сэкономить на газовом оборудовании, либо на ремонтных работах, то есть каких-либо установительных. И не всегда квалифицированных работников приглашают, что впоследствии приводит к неверной установке, либо ремонту газового оборудования. То есть и взрывы котлов в том числе, да? Да, конечно. Ну, я, насколько понимаю, банальное в этом году. Неосторожное обращение с огнем при курении, допустим, со спичками, никуда оно не делось. Нет, это, конечно, никуда не девается, но у нас именно есть такие периоды, да, это, как правило, вот весна и осень, переходящий период, когда
Основной причиной уже становится либо короткое замыкание, да, электропроводки, либо неисправная работа печного оборудования. И неосторожное обращение с огнем у нас на вторую позицию снижается. Зимой и летом, как правило, неосторожное обращение с огнем стоит на первом месте, и на втором месте только уже короткое замыкание, либо неисправность печного оборудования. В последние годы у нас активно идет и массовые акции по установке пожарных извещателей. Вот каковы результаты работы? Как-то повлияли извещатели на число пожаров? Да, конечно, повлияли. Хочу выделить, наверное, Среднеколымский район в этом направлении. У них абсолютно во всех домах, где проживают многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, установлены пожарные извещатели. То есть и у них в сравнении с прошлым годом, у них кратно сократилось, считаю, практически на более чем на 50% количество пожаров на территории района. Конечно, это еще и большая работа администрации и сотрудников республиканской пожарной охраны, органов ГПН в профилактическом направлении. Тем не менее, это очень качественный, высокий показатель. В июне, июле месяце и в августе месяце у нас были случаи пожаров, когда пожарный извещатель либо предотвратил пожар, да, непосредственно люди успели вовремя эвакуироваться и затушить пожар, либо же вовремя эвакуироваться, впоследствии спасти свою жизнь, потому что частая причина, точнее время, когда происходит пожар, это как раз-таки ночное время. То есть это вот где-то с 4 утра до 7 утра. Вот в это время, то есть в спящем состоянии обычно люди находятся, и, соответственно, если сработала ДПИ, это спасение жизни. То есть вы сами себя обезопасят граждане. Как вот установить у себя дома пожарный извещатель? Есть есть региональная программа, есть муниципальные программы, то есть и граждане, которые относятся к социальной группе, они могут обратиться в органы муниципалитета и узнать, какие для них есть акции. То есть это может быть бесплатно. То есть это нужно уточнять непосредственно у администрации своих районов, да. Либо же, как обычный гражданин, можно самостоятельно приобрести и установить. То есть, это в любом случае да, в рамках акции бесплатно? Нет. Бесплатно это для определенных социальных групп населения. То есть для обычных граждан, да, которые не входят у нас в определенные категории, это, как правило, у нас многодетные, пенсионеры, инвалиды, либо неблагополучные, да, граждане, которые ведут асоциальный образ жизни, устанавливаются у них в бесплатном порядке. Также в Якутске, например, установка систем противопожарной защиты проводится в рамках именно программы по Якутску в деревянных домах. То есть все деревянные дома, которые у нас есть, они должны быть обеспечены, муниципальные деревянные дома, должны быть обеспечены системой противопожарной защиты. Ксения Александровна, если говорить о статистических данных, вот как меняется ситуация с пожарами в жилом фонде? Можно по Якутску, можно по республике? Допустим, если сравнивать. В целом у нас сейчас на сегодняшний день ситуация с пожарами близка к среднемноголетним датам, да, то есть разница варьируется, допустим, в течение недели где-то на 1-2% повышается, в следующую неделю она может понижаться, поэтому в среднем у нас идет так, как всегда, ежегодно по сезону. Но, к сожалению, в этом году у нас в республике зафиксированы повышение именно случаев гибели и детского травматизма. Детский травматизм при пожарах – это основная причина, конечно, оставления детей в опасности. Родители оставляют своих детей, уходят. Например, у нас вообще в Алдане был прецедентный случай. Мать сама покурила, пошла в магазин, бычок бросила у себя на участке. В итоге пострадали 2 детей, которых она оставила дома. То есть вот опять банальное неосторожное обращение с огнем. Да, к сожалению, мы не можем искоренить эти случаи, то есть они до сих пор у нас присутствуют, как неосторожное обращение с огнем, оно до сих пор есть. А если говорить о другой работе, которую проводит МЧС России в осенне-зимний период, вот какие еще направления работы, направленные на сохранение жизни и здоровья населения? Сейчас, как мы уже говорили про объекты ТЭК ЖКХ, да, и профилактику, это у нас называется операция отопления. Как только мы завершаем операцию отопления, у нас начинается уже операция по жилому фонду. То есть это рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками МВД, волонтерами, да, и другими организациями, которые тоже участвуют в этом процессе. Мы начинаем ходить по домам,
Вот, проводить профилактику с людьми, общаться, узнавать, какие у них есть проблемные вопросы, соблюдаются ли их права, да, ну, где они проживают. К сожалению, встречается такое, что как только, например, дом ставят в аварийный жилой фонд, управляющие компании перестают обеспечивать безопасность этого дома. Мы, естественно, уже начинаем с жилищным надзором разговаривать, с прокуратурой, выявлять виновников этого, чтобы пресекать. Поскольку пока граждане проживают в данном доме, независимо от того, находится он в аварийном состоянии, не в аварийном, то есть управляющая компания обязана обеспечивать его безопасность и содержать все системы, которые находятся в этом доме. Ксения Александровна, ну вот в заключение темы ЖКХ, какие советы можете дать гражданам, у кого в домах индивидуальное отопление? Гражданам, у которых в домах индивидуальное отопление, в первую очередь необходимо было провести проверку, вызвать специального работника, который имеет допуски все необходимые, заключить с ним договор, чтобы просмотрел это по газовому оборудованию. То же самое касается печного отопления. Необходимо проверить полностью целостность, сохранность самой печи. Если имеются какие-то незначительные трещины, их необходимо подмазать негорючим составом, пройтись по самой трубе, посмотреть ее целостность. Обязательно исправность искрогасителей, которые должны быть установлены всегда в домах, где есть печное отопление. Также, естественно, не подпускать детей к розжигу печей, поскольку у нас действительно были уже случаи пожаров с детьми, которые разжигали самостоятельно огонь и пострадали в этом. Ну, я думаю, в заключение нашего с вами сегодняшнего интервью стоит поговорить о том, что осенний сезон – это традиционно время выезда на охоты, рыбалки. Соответственно, часто случаются случаи травмирования на воде, гибели на воде. Вот какие меры безопасности стоит соблюдать сейчас? К сожалению, последние недели для нашей республики были трагичны, потому что часто случаи происшествий на воде возникают. Хочу акцентировать внимание, что с сегодняшнего дня у нас в Центральной заречной группе навигация завершается для маломерных судов. С 9 октября завершается уже для северных районов. Соответственно, выезды на маломерных судах для охотников и рыбаков будет завершен. У нас увеличено количество патрулей сейчас, то есть сотрудники ГИМС. Мы знаем, где люди, естественно, выезжают, куда они направляются на охоту, на рыбалку. Будут ежесуточно патрулировать данные территории и привлекать граждан к административной ответственности. Ксения Александровна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч. – 27 сентября – День государственности Республики Саха-Якутия. В 1990 году в этот день Верховным Советом Якутской Саха-ССР 12-го созыва во главе с Михаилом Николаевым была провозглашена декларация о государственном суверенитете республики, положившая начало новому этапу в истории Якутии. Якутия в числе первых регионов поддержала новую российскую федеративную государственность. В декларации о суверенитете подчеркивалось, что Якутия будет придерживаться единства с Россией.
27 сентября в 16 часов 30 минут на телеканалах НВК Саха, Якутия-24 и радио Т-Тим смотрите прямую трансляцию торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Поздравляем вас с Днем государственности Республики Саха-Якутия. Этот день исключительный для всех нас, потому что касается напрямую истории и развития республики как субъекта страны и неотъемлемой части нашей большой России. Мы начинаем прямую трансляцию с Государственного театра оперы и балета имени Суаруна Малона. Ровно через 30 минут начнется торжественная церемония вступления в должность главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Прямо сейчас гости и участники торжества собираются в фойе театра, и у нас есть уникальная возможность пообщаться в прямом эфире с гостями этого события. Я обращаюсь к депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Галине Иннокентьевне Данчиковой. Галина Иннокентьевна, здравствуйте. Безусловно, этот день значим для всех нас. Расскажите, какие же мысли приходят в такой значимый день? Уважаемые земляки, дорогие якутяне, сегодня на самом деле исторический день. Мы в этот день возлагаем венки, цветы, память основоположникам наших событий, государственности нашей республики. И, конечно, у истоков этих событий нужно отметить стоял Михаил Ефимович Николаев. На самом деле отдать надо дань должное и внимание нашему первому президенту Республики Саха-Якутия. Мы, конечно, помним все те решения, которые были приняты и которые сегодня очень активно продвигал Михаил Ефимович. Вообще, дата историческая, она говорит о том, что республика наша, Республика Саха-Якутия, именно принимая государственность республики, она получила дальнейшее социально-экономическое развитие. Сегодня мы находимся совершенно в другой вехе, совершенно на другом пути развития. Конечно, здесь нужно отдать и должное и тому, что наш глава республики, и сегодня мы будем являться участниками достаточно серьезного, важного события, именно официальное вступление в должность Айсена Сергеевича Николаева. Айсен Сергеевич, конечно, одержал убедительную победу. И нужно сказать о том, что это показало сплоченность наших якутян, наших земляков, что поддерживают именно политику нашей страны, политику президента Российской Федерации и, конечно, те начинания, те планы, те программы, которые ведет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Я хочу еще раз обратиться к якутянам и сказать им огромное спасибо за такую большую поддержку. Сегодня мы реально видим, что Айсен Сергеевич Николаев ведет очень серьезную работу с федеральным центром. Федеральный центр, он имеет огромное уважение и поддержку среди руководства нашей страны, федеральных министерств и ведомств. И, конечно, наверное, мы с вами все видим, жители нашей родной республики, о том, что во всем мире стали узнавать республику. На самом деле это очень-очень важно. Мы с вами очень много видим фильмов, очень много видим интересных передач. И практически, наверное, вот каждый месяц, каждую неделю мы видим определенные передачи и программы о развитии нашей республики. Безусловно, мне остается с вами только согласиться о том, что наша республика продолжает развиваться. Галина Иннокентьевна, а вот такой еще вопрос. Как вы думаете, в ближайшую пятилетку во время долженствования Айсена Сергеевича Николаева на посту главы Якутии, какие изменения нас ждут? Я думаю, что мы с вами все знакомы с очень амбициозной программой Айсена Сергеевича Николаева. И я надеюсь, вот те все планы,
которые были выстроены, они продолжатся, и республика и в дальнейшем будет развиваться. И, конечно, то, что сегодня говорит Арсений Сергеевич, не просто экономика отдельно от людей, а именно, чтобы качество жизни наших якутян улучшалось, и чтобы мы с вами видели это на реальных делах, зная и видя, что мы живем с вами не в простых условиях, природно-климатических. И, конечно, транспортная схема не совсем простая. И эта программа амбициозная, она нацелена на то, чтобы качество жизни наших якутян было с каждым днем лучше. Я надеюсь, в эту пятилетку мы этого добьемся совместными усилиями, но, конечно же, с участием всех жителей нашей республики. Я тоже на это очень надеюсь. Спасибо вам большое и позвольте еще раз поздравить вас с праздником. Спасибо. И я поздравляю всех якутян с Днем государственности нашей родной республики. Желаю всем здоровья, благополучия и, конечно, мира. Спасибо. Ну а я напомню, что мы продолжаем работать в прямом эфире. Мы продолжаем общаться также с гостями, которые сегодня собрались здесь, в Государственном театре оперы и балета. И рядом со мной находится мастер народных художественных промыслов Республики Саха-Якутия Михаил Александрович Баишев. Михаил Александрович, здравствуйте. Сегодня в нашей республике большое внимание уделяется народным промыслам и мастерам. Вы вообще ощутили на себе все эти веяния? Да, конечно, ощутили. Нам в этом году дали стипендию народным мастерам. Вот этот очень большой стимул и помогает развиваться народным мастерам нашей республики. Но помимо стипендий также и теперь говорят о том, что у нас в республике в календаре появился праздник, который как раз-таки направлен на сохранение национальной идентичности и все, что присуще якутскому народу. В частности, фольклор, народное мастерство, кузнечное дело и прочее. Как вы считаете, насколько такая мера была необходима для нашего региона? Нам надо, получается, развивать нашу культуру, наши традиции. И такие мероприятия очень важны и помогают нам, мастерам. Благодарю вас, Михаил Александрович, и поздравляю вас с сегодняшним праздником. Безусловно, и Общественная палата Республики Саха-Якутия является одной из самых действенных площадок для решения важных вопросов. Наталья Альбертовна Кашперская представляет нашу республику в Общественной палате Российской Федерации. Наталья Альбертовна, здравствуйте, с праздником. Насколько продуктивно взаимодействие Общественной палаты России с руководством нашей республики? Да, конечно, поздравляю всех с праздником. Сегодня замечательный день. И хочется сказать о том, что без плотного взаимодействия общественности с управленческими кадрами, конечно, мы бы не добились такой уверенной победы на этих выборах. Я больше чем убеждена в этом. Более чем 75% пришедших на избирательные пункты отдали свой голос за лидера нашего региона. Это цифра говорит очень обо многом, согласитесь. И я больше чем убеждена, что эта связка, это взаимодействие, оно дает такой эффект. В этом году на территории нашей республики проводился форум сообщества, который был организован как раз Общественной палатой Российской Федерации. Это было очень мощное мероприятие, где обсуждались самые серьезные вопросы. И красной линией, фабулой шла тема победы. Тема победы, патриотического воспитания и любых проектов, которые могут сформировать эту патриотическую повестку. Поэтому, конечно, взаимодействие очень мощное, и буквально каждый из нас чувствует меру ответственности, которая лежит на плечах наших, и мы понимаем, что та самая красная линия, линия фронта, она проходит через наши сердца, наши души, и поэтому за каждым общественником в нашей республике стоит целая армия людей неравнодушных. Как раз тех самых людей, которые не кричат, куда катится мир, они задают вектор развития этому движению. Поэтому, конечно, позитивное, созидательное начало именно кроется во взаимодействии общественности и власти.
Ну, для того, чтобы общественность и власть взаимодействовали, нужна, наверное, так скажем, и свежая кровь. Насколько молодежь приходит к вам в общественную палату для того, чтобы проявлять свою гражданскую позицию? Да, конечно, у нас есть очень много молодых людей, у нас всего это более 60 человек, члены Общественной палаты Республики Саха-Якутия. За плечами у каждого стоит целая армия людей, которые, потому что мы лидеры общественного мнения, так или иначе мы работаем с молодежью. В этом году по заданию, можно сказать, лидера Илдархана мы запускаем интересный проект, совместный как раз с Общественной палатой Республики Саха-Якутия. Очень надеемся, что этот проект будет распространен на весь Дальний Восток, он называется «Свои». Условно мы будем укреплять тыл, то есть мы будем говорить о том, что каждый из нас может сделать здесь, на месте, никуда не выезжая. Может, не каждый из нас может принять участие непосредственно в боевых действиях, поэтому здесь быть ответственным за все, что происходит вокруг нас, это тоже очень важно. Вот этот проект будет рассказывать о таких неравнодушных людях. Будем ждать с нетерпением. Благодарю вас, Наталья Альбертовна. ИТЭК-СЮБЕ – это Высший совет старейшин. Члены этого совета также присутствуют сегодня на торжественной церемонии. Лилия Николаевна, здравствуйте. Расскажите, как, на ваш взгляд, сейчас развивается республика? Ага. Сразу сказать, да? Здравствуйте, дорогие жители нашей республики. Мы очень рады, что сегодня день государственности, когда день инаугурации нашей главы Арсения Сергеевича, наша республика достойно встречает. Об этом еще Бабарах и вчера Арсений Сергеевич на прямом эфире сказал, что мы почти первые в Дальнем Востоке. Это большое дело. По промышленности мы первые. 47 школ. Это же здорово. Дальше мы миллион населения имеем. Большое внимание нашим семьям. Это огромная польза. Эти дети вырастут, это наше будущее. Поэтому я жителям республики сегодня хочу сказать, что главное, мы детей своих должны воспитать как человека. Мы в Высший совет старейшин обратились к молодежи с вызовом «Будь человеком». Если ты будешь человеком, везде будет хорошо. И, Арсений Сергеевич, дорогой, я сегодня поздравляю вас с инаугурацией. Еще желаю больших успехов, чтобы качество жизни людей было выше. Спасибо. Благодарю вас. Я надеюсь, что он обязательно услышит эти слова. Помимо представителей общественности, у нас есть и те, кто двигают нашу республику в нестандартных областях. Рядом со мной Дугуйдан Винокуров, он потомственный коневод, путешественник-экстремал. Тот самый, который вместе с якутскими лошадями прошел от полюса холода до Белокаменной. Человек, который стал примером крепости духа и мужества. Дугуйдан Семенович, здравствуйте. Расскажите, какой вы видите нашу республику в будущем? Здравствуйте. Вижу республику очень процветающей, то есть в этих выборах Арсений Сергеевич одержал убедительную победу, то есть этот человек наш предводитель. Вот. Арсений Сергеевич добьется всего лучшего для республики и для народа Саха, и наша духовная культура будет развиваться, и наши традиционные культуры, традиционные виды спорта, вот это все будет развиваться, я думаю. Вот. И хотелось бы сказать еще, поздравить всех с Днем Республики, с суверенитетом. Спасибо. Дугуйдан Семенович, вот пользуясь таким случаем, следила вся республика за вашим подвигом, за вашим походом. Может быть, в ближайшее время есть еще что-то у вас? В планах очень много, но в ближайшем будущем пока никаких походов не будет, но в дальнейшем будущем, возможно, будут еще грандиозные походы. Благодарю вас с праздником.
Мы чтим также и память наших ветеранов. Они своим ратным и трудовым подвигом дали возможность жить, работать и развиваться. Вилли Мачирович, здравствуйте. Сегодня как никогда необходимо уделять внимание ветеранам. Делает ли наша республика в этом вопросе все необходимое? Вопрос совершенно правильный, объективный, потому что даже по конституционной норме ветеранам должны уделять внимание. Это залог процветания любого государства, когда молодое поколение заботится о старшем. И вы знаете, несмотря на огромную занятость главы республики Айсена Сергеевича, он находит время лично встречаться с ветеранским активом. Это происходит не только по знаменательным датам, но и в рабочем порядке при работе республиканского штаба «Победа», когда решались и будут решаться вопросы 80-летия Великой Победы. И самое главное, меня сегодня интересует, вот он, когда шел на первый срок главы республики, он давал присягу. Она предусмотрена Конституцией. И сегодня будет повторять эту присягу. И я думаю, при всех тех критических замечаниях, которые объективно имеются, в работе не только главы республики, но каждого из нас, вот выполнение текста присяги, его положений, содержания – это основной залог успеха и работы главы республики, и в том числе он определил тогда основную цель – благополучие, благосостояние жителей республики, народа республики. И я считаю, что он ее выполнил достойно, приобрел определенный опыт профессиональный на этой профессиональной работе. И дальше у него, наверное, получится еще лучше. Благодарю вас, Вилли Мачирович. С праздником вас. Спасибо. Во время того, когда главой республики Айсен Сергеевич Николаев был с 2018 по 2023 год, происходило много. Это и пандемия коронавируса, и начало специальной военной операции, которая продолжается до сих пор. Разумеется, вклад свой в дело специальной военной операции правительство республики вносило, но также есть и свидетели, те, кто действительно находились на передовой. Денис Александрович, вот вы как военный корреспондент были на той стороне и работали с нашими бойцами. Чувствуется ли помощь нашей республики, добровольцев, тех, которые отправляют им гуманитарную помощь, вот, учитывая, что вы были непосредственным участником тех событий? Да, конечно, поддержка республики и непосредственно главы республики очень чувствуется. По гуманитарной помощи республика а на первом месте. Бойцы находятся в добром здравии, боевой дух отличный, то есть все на высшем уровне. И наши бойцы требуются, их прям там на расхват разбирают. Так что огромная поддержка со стороны республики и от главы республики тоже, конечно. А вот несколько месяцев назад говорили о том, что в зону специальной военной операции отправляется техника, квадроциклы «Сокол», которые собираются здесь, в Якутии. Вам удалось на них, может быть, посмотреть, увидеть их в работе? Ну, в то время я уже был здесь, в Якутске, приехал после первой командировки. Да, поставки квадроциклов туда идут регулярно. Бойцы получают, много видео по поводу этого в телеграм-каналах, и корреспонденты НВК как раз делали тогда репортаж, Николай Бестинов, насколько я помню, кажется. Вот, да, поставки идут, и бойцы получают регулярно. Учитывая, что нашу трансляцию не больше, не меньше смотрит сейчас вся республика, давайте напомним, как мы можем поддержать тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. Как мы можем? Сплотиться, республика должна сплотиться, также помогать, также участвовать во всем. И поддержка главы республики очень сказывается. То есть ребята всегда поддерживают, чувствуют поддержку очень сильно. Благодарю вас, Денис Александрович, с праздником вас. Я напомню, что мы продолжаем работать в прямом эфире. У нас идет общение с гостями, те, кто находится сегодня в фойе Государственного театра оперы и балета. Мы сегодня общаемся с участниками этого торжества. Здравствуйте, я поздравляю вас с праздником. Расскажите,
Каковы ваши мысли, каковы ваши настроения в такой значимый день? Ну, во-первых, очень хочется поздравить всех жителей нашей республики с этим замечательным днем. И то, что сегодня происходит торжественная церемония именно вступления в эту должность нашего главы, тоже не случайно, да? Это знаковый день. Мы, как народ, еще раз доказали свою, сделали выбор и показали свою преданность именно нашему главе и нашему Ильдархану, да, на этих выборах. Показали то, что мы доверяем и верим в его работу. Да, за эти 5 лет, непростые 5 лет, проделана колоссальная работа. Что касается конкретно отрасли киноиндустрии, то за эти 5 лет мы ощущаем колоссальную поддержку. Именно в 2019 году, благодаря распоряжению именно поддержки кино, каждый год проводятся питчинги для снятия именно производства кино, благодаря чему мы каждый год снимаем от 8 до 12 проектов. Да? И то, что был построен кластер «Квартал труда», да, это тоже дает колоссальный, значит, эффект тому развитию именно креативной индустрии, да, и мы видим то, что нашего главу еще поддерживают очень сильно из федерального центра, да, вот буквально недавно был подписан указ о строительстве многофункционального павильона, это для нас огромное событие, да, за Уралом, как говорится, такого павильона нет, и он будет у нас в городе Якутске. Мы не то что надеемся, мы уверены, что после строительства этого павильона, да, и качество, и количество производимых кинофильмов, художественных фильмов в нашем регионе увеличится не только в 2 раза, да, а во много раз. Поэтому и наша кинематография поднимется еще, качество нашего продукта, да, и, естественно, поднимется на новый уровень. Вот. Мы очень рады, я очень горд и рад, я волнуюсь. Наверное, это видно, что я присутствую на этой церемонии. Очень благодарю, благодарю судьбу, что имел честь работать как доверенное лицо еще на выборах. И сегодня для нас это огромный праздник. Спасибо. Да. Для нас это огромный праздник. Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Следует отметить, что наша республика издавна являлась аграрной и славится своей продукцией. Мясомолочные продукты из Чурапчинского улуса являются эталоном качества и вкуса. Степан Анатольевич, здравствуйте. Сегодня практически в каждом улусе притворяется в жизнь практика агростартапов и поддержки производственников. Скажите, а вот за эти годы сколько появилось подсобных хозяйств и сельхозкооперативов? Если по нашему району сказать, по очень хорошие конкурсы за последние 5 лет при поддержке нашей главы Айсена Сергеевича в нашем районе агростартап выиграли 14 крестьянско-фермерских хозяйств. Также есть очень хороший конкурс, это семейный грант. За последние 3 года наш район взяли 4 семьи. Это где-то в порядке 100 миллионов рублей. Сегодня наш Ильдархан Айсен Сергеевич по сельскому хозяйству очень хорошую, твердую понятие держит, очень хорошие субсидии. Сегодня за последние 5 лет за литр молока увеличил Айсен Сергеевич дважды. Это первый раз литр молока 50 рублей, а на прошлом году он в своем послании сказал, что литр молока увеличит до 60 рублей. Также сегодня есть субсидии на мясо, поэтому сельскому хозяйству сегодня работается легче. Плюс в этом году перевыполнили план еще и по кормозаготовке. Значит, зиму переживем хорошо. Да, последние 2 года, конечно, засушливые годы были. Очень трудно было. Мы перевозкой занимались, Забайкалье, Амурский. И мы проект «Сирия», который Ильдархан Айсен Сергеевич тоже поддержал. И в этом году у нас по грубым кормам и так далее все хорошо. Мы перевыполнили свой план и думаем, что у нас сельское хозяйство будет развиваться дальше.
Отрадно это слышать. И, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с Днем Государственности и торжественной церемонии вступления на должность главы Республики Саха-Якутия нашего духовного лидера, Айсена Сергеевича Николаева. Благодарю вас, с праздником. Следует отметить, что и авиакомпания «Полярные авиалинии» сегодня обслуживает весь крайний север и Арктику Якутии. Полярные летчики всегда были примером мужества и силы. Семен Николаевич, здравствуйте. Расскажите, как у вас идет сейчас работа по комплектации летного состава и авиапарка? Комплектация благодаря помощи республики, лично Айсена Сергеевича. Сейчас мы получили еще 2 новых вертолета Ми-8 и ведем переговоры с заводами уральскими и казанскими. Получение новых вертолетов Ми-8, АНСАТ, ТВРС и Ил-114. И хочу поздравить Айсена Сергеевича. За эти 5 лет произошло очень много форс-мажорных событий. Это пандемия, паводок, пожары. Айсен Сергеевич проявил себя как дальновидный и волевой руководитель. И считаю, что население республики сделало правильный выбор, избрав Айсена Сергеевича Илдарханом. И, как и предполагал я, еще более амбициозные задачи поставлены. Это Ленский мост, ну и много, конечно, Эльга-Уголь. Поздравляю Айсена Сергеевича с избранием. Желаю дальнейших успехов. И мы верим. Спасибо. Благодарю вас, Семен Николаевич. Вас тоже поздравляем с праздником. Уважаемые жители республики, уважаемые телезрители, уже через несколько минут в Государственном театре оперы и балета имени Суарона Малона начнется торжественная церемония вступления в должность главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Ну а на этом наше общение с гостями в театре завершено. Для вас работала Надежда Саханская. До встречи в эфире. Республика Саха-Якутия. Площадь Якутии занимает 1/5 часть всей России. Самый крупный регион Российской Федерации – Республика Саха-Якутия. Площадь Якутии занимает 1/5 часть всей России. Якутия уникальна. 3 часовых пояса, 4 географические зоны, годовой перепад температуры более 100 градусов, лютые холода и знойная жара. Жизнь в Якутии никогда не была легкой. Огромные расстояния и суровый климат нужно уметь покорять. Но именно сейчас мы можем с полным правом сказать, что Якутия становится одним из лучших мест для жизни в Сибири и на Дальнем Востоке. 5 лет подряд мы устанавливаем исторические рекорды по добыче золота, угля, нефти, газа, серебра. Стабильно сохраняем 1-е место в мире по добыче алмазов. И это динамичное развитие экономики дает мощный импульс повышению уровня жизни людей. С каждым годом наши города и села становятся удобнее, комфортнее, красивее. Строятся новые современные школы, детские сады, больницы, дворцы культуры и спорта. Появляются новые общественные пространства. Делается все для того, чтобы люди жили лучше. Самое главное наше достижение последних десятилетий – нас, якутян, стало 1 миллион. Якутяне – храбрые воины. Якутяне сплотились вокруг президента России. С первых дней специальной военной операции встали на защиту Отечества. Якутские волонтеры активно помогают нашим бойцам. Наши врачи самоотверженно работают на Донбассе. Мастер-планы Якутска и Нерюнгри получили поддержку президента России, и она беспрецедентна. В Якутске запланировано строительство Ленского моста и многих важнейших объектов. До 2030 года будет расселено все аварийное жилье.
Якутия – лучший креативный регион России. Это достижение показывает, что усилия по развитию новых творческих индустрий дают свои результаты. Президент России Владимир Владимирович Путин на Восточном экономическом форуме объявил, что опыт Якутии станет основой регионального стандарта развития творческих индустрий. Это большая честь и ответственность. В республике Саха-Якутия есть все для того, чтобы развивались дети, самореализовывалась молодежь, с интересом трудились люди и счастливо жило старшее поколение. Бережно сохраняя традиции, ценя труд, стремясь к новым высотам, мы делаем нашу Якутию лучше. Мы многое уже сделали и сделаем еще больше. Вместе только вперед! Начинается торжественная церемония вступления в должность главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Саха Республикатын ил дарқана Айсен Сергеевич Николаев доғынағығар кирер өріләп сиере тома сағаланар. Вносятся государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Просим всех встать. Вносится Конституция, основной закон Республики Саха-Якутия. Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев с супругой Людмилой Валерьевной.
Слово для оглашения результатов выборов главы Республики Саха-Якутия предоставляется председателю Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Евгению Николаевичу Федорову. 8, 9 и 10 сентября 2023 года состоялось многодневное голосование по выборам главы Республики Саха-Якутия. Данные дни были главным политическим событием текущего года. Выборы проведены в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, максимально гласно, открыто, конкурентно и честно. Обжалований и иных действий участников избирательного процесса ставить Саха-Якутия, а также с учетом созданных экстерриториальных избирательных комиссий в 4 субъектах Российской Федерации было образовано 811 избирательных участков. В списки избирателей на момент окончания голосования включено 650 535 избирателей. Приняли участие в голосовании 314 663 человека, что составляет 48,37%. Айсена Сергеевича проголосовало 238 432 человека, что составляет 75,77% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Решением Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия от 13 сентября 2023 года выборы признаны состоявшимися и действительными. На основании статьи 64 Закона Республики Саха-Якутия о выборах главы Республики Саха-Якутия Центральной избирательной комиссии Республики приняла решение считать Николаева Айсена Сергеевича избранным главой Республики Саха-Якутия. Решение Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия опубликовано в соответствии с законодательством в средствах массовой информации. Разрешите вручить удостоверение Николаева Айсена Сергеевича об избрании его главой Республики Саха-Якутия пожеланиями плодотворной работы во благо всех жителей родной республики и великой нашей России. Церемонии вступления в должность главы Республики Саха-Якутия. Глава Республики Саха-Якутия Николаев Айсен Сергеевич, избранный народом по итогам прямых выборов, приносит присягу на обоих государственных языках Республики Саха-Якутия. Текст установлен Конституцией, основным законом Республики Саха-Якутия и Конституционным законом о главе Республики Саха-Якутия. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха-Якутия, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха-Якутия, защищать национально-государственный статус республики и интересы ее многонационального народа, уважать права человека и гражданина. Саха Республикатен ил дархананабяхнестен,
Үтіғі бастақтық толырым. Россия Федерациятын Конституциятын онна федеральный хоконлары, Саха Республикатын түріт хоконын, онна Хака Республикатын хоконларын тутуғым, Республика омук хударысты бұғытынан анал тұрғын, онна әлбәқ омуқтақ бар жонын тұғын көміскін. Кехи онна гражданин бұрабын үтіктім ден, бәйім үті апынан, онна жоғымынан андағайабын. Бүттін народ выбарын түмігінен үрдігі тәғалі ұлбыт Айсен Сергеевич Николаев Саха Республикатын ил дарқанын дуохунахыгар кирде. Всенародно избранный глава Республики Саха-Якутия Николаев Айсен Сергеевич официально вступил в должность главы Республики Саха-Якутия. Саха Республикатын ил дарқаныгар уруй! 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 Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Үтік табыллах сақам серен бар жоны. Үтік маны өлжеттар, күнді доғыттыр. Бұқа барғытығар мен 5 сыллах үлебін ғаналан, мехеренен оны итағаян, Хака Республикатын ил дарқанын, 200 түгілін талбы кітігар сүйіқтақ бәйім сүгірген, қолжуқтақ бәйім қонқиян тұран, ис сүрақ беттен мақтанарбын көңілден. Дорогие якутяне, уважаемые гости, друзья, ровно 5 лет назад, в этот же день, я впервые принес присягу
перед нашим многонациональным народом как избранный глава Республики Саха-Якутия. Сегодня, вступая в должность во второй раз, я искренне благодарю вас за вашу поддержку и за ваше доверие. Это большая честь для меня, и это оценка нашей общей работы во благо нашей Якутии. За эти 5 лет мы вместе прошли немало испытаний, которые затронули жизнь каждого из нас, потребовали напряжения сил, воли и стойкости. Мы вместе прошли испытания мировой пандемии, вместе боролись за жизнь и здоровье якутян. В этой борьбе проявились лучшие качества нашего многонационального народа: выдержка и сила духа, взаимовыручка и ответственность. Мы вместе выдержали натиск сильнейших пожаров и наводнений, испытавших нас за прошедшие годы. В условиях беспрецедентных санкций Запада мы наращиваем темпы роста экономики, увеличиваем вклад нашей республики в укрепление экономической мощи всей России. Вместе со всей страной мы живем и трудимся под знаком борьбы за свободу и будущее нашего Отечества. С первых дней специальной военной операции якутяне стали на защиту Родины. Мы гордимся нашими земляками, героями России Александром Колесовым, Алексеем Неустроевым и Филиппом Евсеевым. Мы гордимся мужеством и героизмом всех воинов якутян. Сегодня, в один, наверное, из самых важных дней моей жизни, я хочу от всей души поблагодарить наших бойцов, которые, находясь на передовой, поддержали меня на выборах. Доверие защитников Отечества для меня – это особая ответственность. Я уверен, что мы еще крепче сплотимся вокруг нашего президента, всеми силами приближая нашу общую победу. И победа обязательно будет за нами, за нашей великой Россией. Уважаемые якутяне, трудом и энергией каждого из вас республика многого достигла за эти годы. Было трудно, порой даже крайне сложно, но мы не отступили от наших планов по улучшению качества жизни людей на всей огромной территории Якутии. Благодаря личной поддержке президента России Владимира Владимировича Путина в ходе реализации национальных проектов мы сдвинулись с места решения многолетних проблем, мешавших благополучию якутян. Конечно, далеко не все эти проблемы решены, и мы не будем снижать достигнутые темпы перемен, несмотря ни на какие трудности. На нашей северной земле благополучие людей напрямую зависит от условий жизни. И улучшать их для каждого якутянина – это наша ключевая забота в ближайшие годы. Продолжая взятый 5 лет назад курс, опираясь на достигнутые уже результаты, вступая в новый срок полномочий главы Республики Саха-Якутия, я заявляю с этой трибуны, что центром моей деятельности будет оставаться человек, житель Якутии, его благополучие и его интересы. Первостепенная задача, которую я ставлю, это обеспечение поступательного роста доходов якутян. Это главное условие благосостояния человека и семьи, основа достойной жизни на родной земле. У каждого трудоспособного жителя республики должна быть возможность работать и получать достойную зарплату. Каждый якутянин, который хочет вести свое дело, должен иметь такую возможность с опорой на эффективные меры государственной поддержки. Я убежден, сегодня мы должны открывать эти возможности для жителей республики, опираясь на экономический рост, темпы которого мы не должны снижать. Вовлечение в экономический оборот территории Якутии с опорой на развитие современного транспортного и энергетического каркаса – вот наша стратегия на ближайшие годы.
Крупнейшие промышленные, транспортно-логистические, коммуникационные проекты будут развиваться от Арктики до Нерюнгри, от Мирного до Хандыги. Это десятки тысяч новых рабочих мест. Это десятки тысяч новых рабочих мест. Это импульс для развития сопутствующих отраслей и бизнеса. Росту доходов жителей республики будет способствовать запуск местных производств, самим создавать востребованную продукцию, качественные услуги и зарабатывать. Вот идея, которая должна двигать нами в ближайшие годы. 5 лет назад я с этой трибуны говорил о необходимости развития креативной экономики, основанной на творчестве и интеллекте якутян. Тогда, честно говоря, мало кто в это верил. А сейчас опыт Якутии по поручению президента нашей страны уже ложится в основу стандарта развития творческих индустрий для всех регионов России. Мы будем и дальше развивать и всемирно поддерживать отрасли, в которых видит себя наше молодое поколение. IT и кинематограф, анимацию, музыку и дизайн. Как важнейшая часть экономики, обеспечивающая продовольственную безопасность, должно развиваться сельское хозяйство. Главная задача наших аграриев – производить как можно больше качественных продуктов для жителей республики. Ставя такую задачу, будем развивать сельскохозяйственную кооперацию и крупные товарные производства, вовлекать в оборот новые земли, увеличивать площади мелиоративных работ. Труд сельских жителей, их талант и деловая активность должны стать для них источником реальных доходов. Уважаемые сограждане, добиваясь достойного уровня благосостояния якутян, первое, к чему мы должны стремиться, чтобы в нашей республике не было бедности. Здесь я хочу подчеркнуть, только сильное общество с большим потенциалом, с крепким экономическим фундаментом признает наличие бедности и объявляет борьбу с ней. Все это у нас есть. За прошедшие 5 лет мы вывели из зоны бедности свыше 34 тысяч якутян. Сейчас я ставлю новую задачу. Предстоящее пятилетие сократить уровень бедности в республике в 2 раза, вывести из-за черты неблагополучия не менее 70 тысяч наших сограждан. Задача далеко не простая. Для ее решения должен быть выработан и реализован широкий комплекс мероприятий. И это не только выплаты и пособия. В основе этих мер внимание к каждому человеку. Каждый, кто в силу жизненных обстоятельств попал в зону бедности, должен получить именно такую поддержку, которая выведет его к социальной устойчивости. Особое внимание и прямая поддержка тем нашим согражданам, кто в силу возраста, состояния здоровья, многодетности не может самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Особое внимание и поддержка в обучении, в открытии своего дела людям за чертой бедности на селе и в Арктике, где объективно мало рабочих мест. Это сложнейшая задача, но делать ее мы обязаны вместе. И такую задачу я ставлю перед всеми органами государственной и муниципальной власти нашей республики. В этой связи, в числе первых, я подпишу стратегический указ, направленный на борьбу с бедностью в нашей республике. Уважаемые друзья, очень важно, чтобы борьба с бедностью за рост реальных доходов людей не стала компанейщиной, не превратилась просто в страницы отчетности. Сегодня у нас есть уникальные возможности, чтобы в корне менять фундаментальные основы укрепления благосостояния общества. 5 лет назад, впервые вступая в должность, я говорил и сегодня снова повторяю. Ключ к жизненному и профессиональному успеху человека – это образование. Система образования республики должна работать на опережение с ориентиром на новую экономику и на новое качество жизни. Для этого мы будем и дальше развивать современную инфраструктуру образования, общего и профессионального, будем готовить педагогов новой формации, а подготовку кадров
перестроем под запросы растущей экономики. На новый уровень должна выходить и охрана здоровья якутян. Это вопрос сбережения народа. Мы немало сделали за эти годы для этого. Впервые за многие десятилетия массово строятся крупные больничные комплексы в районных центрах, введены крупнейшие кардиососудистые и перинатальные центры. В этом году будет введен онкологический центр. Благодаря этой мощной базе якутяне в городах, в селах, в Арктике будут охвачены ранним выявлением заболеваний и качественным лечением. В ближайшие пятилетия продолжительность жизни в республике должна увеличиться до 78 лет, а к 30 году мы должны перейти рубеж 80 лет. Сегодня, как никогда, важно бороться за формирование здорового общества. Символом нашего стремления к физическому и духовному здоровью станет проведение в Якутске 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Игры станут крупнейшим международным спортивным событием всей нашей страны в 2024 году. Все вместе мы должны сделать их лучшими за всю историю. В ближайшие годы огромный импульс получит и сфера культуры республики. Центром сохранения и продвижения наших культурных ценностей, площадкой для творческих коллективов всей Якутии станет Арктический центр эпоса и искусств. По поручению президента России будет возведен новый комплекс уникальной высшей школы музыки. В Якутске будет построен единственный пока за Уралом многофункциональный кинопавильон полного цикла. Благодаря этим и другим решениям Якутия будет в авангарде культурного продвижения нашей России на восток. Благодаря беспрецедентной поддержке нашего президента в рамках стратегии развития дальневосточных городов уникальный шанс для рывка в развитии получили наши крупнейшие города Якутск и Нерюнгри. Совместно с правительством России к 30 году будут реализованы крупнейшие проекты, такие как полная ликвидация аварийного жилья в Якутске и достижение нового качественного уровня медицины в Нерюнгри. И, конечно же, проектом исключительной важности не только для Якутии, но и для всего северо-востока страны станет строительство Ленского моста. Все эти годы мы ощущаем поддержку Якутии как одного из ключевых регионов в достижении общенациональных целей развития России. Я хотел бы сейчас от имени всех якутян выразить слова искренней благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, нашему полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Петровичу Трутневу, который сегодня прилетал в Якутск, поздравил всех якутян с праздником, с Днем Государственности, поздравил меня с днем вступления в должность и пожелал Якутии еще больших успехов, и чтобы мы развивались и шли только вперед. Хочу поблагодарить также и правительство России, и Федеральное собрание за постоянную поддержку нашей республики. Уважаемые якутяне, сограждане, на мне сейчас церемониальный знак главы Республики Саха-Якутия, который 5 лет назад вручил мне наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Для меня это символ преемственности, эстафеты, которую мне передал Михаил Ефимович. Он очень ждал этих выборов. Он верил, что народ обязательно поддержит меня. И для меня это огромнейшая ответственность за продолжение дела, которому наш первый президент республики посвятил всю свою жизнь. Свыше 30 лет назад Михаил Ефимович Николаев провозгласил, что смыслом и основой существования Республики Саха-Якутия в составе Российской Федерации должно быть развитие огромного потенциала Якутии для роста благосостояния всех якутян. Именно такой смысл несет в себе День государственности, который мы отмечаем сегодня.
В этом году мы вступили в новое столетие нашей республики. Так же, как и 100 лет назад, мы определяем свой путь в потоке стремительных перемен. Так же, как и 100 лет назад, мы подтверждаем неразрывное единство Якутии с Великой Россией. И мы точно знаем, что никто и ничто не свернет нас с этого пути. Я искренне желаю успеха и благополучия всем вам, дорогие мои якутяне. Пусть процветает наша родная Якутия, пусть процветает наша великая страна Россия. Вместе только вперед! Туругурдун сахавытсера, Туругурдун улу Россия, барып ирге, кескелге. Уважаемый Айсен Сергеевич, поздравляем вас с официальным вступлением в должность главы Республики Саха-Якутия. Саргıcalı salalının, öregey talan ürtetin, uygubıyan salganın, ütümen yörü yüksetin. Якутия! Вперед! Конституция, основной закон Республики Саха-Якутия и государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Торжественная церемония вступления Айсена Сергеевича Николаева в должность главы Республики Саха-Якутия объявляется завершенной. Уважаемые участники церемонии, приглашаем вас на площадь. — 27 сентября – День государственности Республики Саха-Якутия. В 1990 году в этот день Верховным Советом Якутской Саха-ССР 12-го созыва во главе с Михаилом Николаевым была провозглашена Декларация о государственном суверенитете республики, положившая начало новому этапу в истории Якутии.
Якутия в числе первых регионов поддержала новую российскую федеративную государственность. В декларации о суверенитете подчеркивалось, что Якутия будет придерживаться единства с Россией. Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. 27 сентября – День государственности республики. В этот день, в 1990 году, Верховный Совет Якутской АССР принял декларацию о государственном суверенитете в составе Российской Федерации. Это стало поворотным моментом в истории нашего региона. В этот торжественный день мы поговорим о социально-экономическом развитии Якутии на современном этапе. Гость